Современный мир – это постоянно совершенствующиеся технологии, темпы роста которых зачастую определяют уровень развития стран и даже континентов. Быть первыми в этой гонке непросто. Наша страна в последние десятилетия, несмотря на все трудности, по некоторым направлениям не отстает от мира. Очередным подтверждением тому стал открывшийся в день девятилетия первого сотового оператора Абхазии новый центр обработки данных компании «Аквафон», аналогов которому на Кавказе, что называется, еще поискать. 15 июля 2003 года, день первого звонка на мобильные сети в Абхазии. Совершен этот звонок с телефона абонента компании «Аквафон». 9 лет подряд, являясь лидером абхазского рынка телекоммуникаций, первый сотовый оператор вносит весомый вклад в развитие экономики нашей республики. 2G, 3G – эти когда-то незнакомые термины, благодаря компании «Аквафон» стали понятны почти каждому. А открывшийся центр обработки данных уже сегодня делает доступными для граждан Абхазии технологии будущего, что, по словам специалистов, изменит многое для абонентов «Аквафон». Это переход к новому исчислению, если так прямо высказаться, то системы оплаты за 1 мегабайт. То есть, когда система способна будет пропускать очень огромные объемы и на одного абонента, и в целом по ядру, то, естественно, сама система исчисления его стоимости также в том же пропорции уменьшится. Если на сегодняшний день абонент, допустим, по технологии 2G или 3G должен платить порядка в безлимитном интернете 1200 рублей, то за эти же 1200 рублей он получит в 10 раз больше информации. Увидеть центр обработки данных своими глазами нам удалось еще до официального открытия. Проникнуть в святая святых, как и в медицинскую лабораторию, можно только в бахилах. Специальная аппаратура поддерживает определенную температуру и влажность. От работы сотни процессоров в помещении стоит характерный гул, отдаленно напоминающий машинный зал морского судна. Как рассказывает директор департамента информационных технологий «Аквафон» Денис Данько, в условиях Абхазии возможности этого царства машин практически безграничны. Любое количество, которое будет в Абхазии абонентов, вот этот центр обработки данных может себя вместить с каким-то запасом. Круглосуточное управление ведется из зала мониторинга и контроля. Здесь можно узнать о состоянии системы в целом и каждой ее составляющей в отдельности. Впрочем, о безопасности и надежности побеспокоились еще во время установки системы. Весь центр построен по принципу дублирования. У нас 2 источника бесперебойного питания, 2 дизель-генератора, 2 системы охлаждения. Они работают одновременно, но одна из них может отключиться в любой момент, и это никак не скажется на деятельности всей остальной системы. То есть она будет продолжать работать. Это делалось для того, чтобы, скажем, проводить какие-то сервисные работы. На случай аварии у нас по условиям лицензии мы должны предоставлять услуги 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. То есть при таких жестких условиях единственная возможность именно строить вот такую систему дублированную. Источники бесперебойного питания и система современного газового пожаротушения находятся этажом ниже. Локализуют и тушат пожар с помощью специального газа, так как любой другой элемент может повредить аппаратуру. Здесь мы видим источник бесперебойного питания. В данной конфигурации он может поддерживать нагрузку до 160 киловатт. При модернизации и расширении мы можем его разогнать до 500 киловатт. У нас таких 2, они стоят в разных комнатах. Это одно из условий строительства этого центра обработки данных, то есть и, опять же, требования безопасности. Даже если вот здесь произойдет пожар, если он полностью дотла сгорит, все сервисы, которые находятся наверху, где мы с вами были, они будут продолжать работать. Автоматическая система пожаротушения представлена у нас системой Болид, которая снабжена центром обработки данных и все прилегающие к ней территории, помещения. Непосредственно центр обработки данных страхуется вот этими баллонами, в которых находится газовое пожаротушение, в случае чего датчики пожаротушения выводят на пульт аларм, то есть тревогу, и срабатывают баллоны. Было сформировано техническое задание для проектирования. Выполнили проект подрядная организация, в котором участвовали мы. Но уже по результатам этого проекта была выполнена вся построенная инфраструктура центра обработки данных. В итоге мы построили такой замечательный и мощный, и современный, ультрасовременный, готовый к модернизации центр.
По 4-бальной шкале Центру обработки данных «Аквафон» присвоен уровень 3+, что в случае полного отключения внешних источников энергии предполагает автономную работу от 4 до 12 суток. Впрочем, работать этот центр будет не только на абонентов «Аквафон». Как отметил на церемонии открытия центра глава «Аквафон» Алхас Аргун, любая компания может арендовать эти площади для размещения своих серверов и других мощностей. Это может предоставить площадки для всех тех, кому это нужно. Сейчас Абхазия активно развивается технологии, IT-инфраструктура республики. Мы готовы предоставить для любой задачи свои помещения. На протяжении всего периода своего существования первый сотовый оператор расширяет спектр предлагаемых абоненту услуг. «Аквафон» является движущей силой экономики Абхазии, убежден выступивший на открытии центра заместитель генерального директора российского гиганта IT-технологий компании «Мегафон» Валерий Ермаков. Сегодня компания «Аквафон» активно двигается в сторону развития новых технологий и активно является информатором развития новых технологий на территории Республики Абхазия. Я всегда привожу пример цифры статистики, которую в свое время вывел Всемирный банк. Эта статистика заключается в том, что дополнительно 10% проникновения мобильного широкополосного доступа дает дополнительно 1,5% внутреннего валового продукта развития конкретной страны. И вот сегодня мы видим, что компания «Аквафон», запуская такой крупнейший технологический центр на территории республики, фактически делает существенный вклад в развитие экономики региона. О лидерстве технологий и качестве работы коллектива первого сотового оператора Абхазии говорили и другие гости церемонии открытия Центра обработки данных. За эти 9 лет «Аквафон» прошел такой путь, что сейчас во многих вещах он лидирует, даже, может быть, если этого не осознает. Например, оборудование, соответственно, услуги 3-го поколения здесь были развернуты очень быстро. Может быть, там с отставанием от Европы, но без отставания от России точно. Оборудование 4-го поколения на самом деле здесь тоже есть. Я думаю, что скоро «Аквафон» порадует своих абонентов связью 4-го поколения. Я свидетель становления компании вот этой как отдельной самостоятельной единицы. Это происходило очень быстро, и здесь хочется, наверное, очень низкий поклон людям, которые работают здесь. Это именно их усилиями, их волей. И знаете, есть, я, наверное, сейчас придумаю термин, наверное, такая техническая неуспокоенность. Вот, наверное, пожалуй, это самое главное, что отличает этих людей, которые работают в этой компании, замечательные. Поэтому я хочу сказать спасибо им, спасибо коллективу за то, что они сделали, за то, что все эти 9 лет они абсолютно беззаветно, опять, извините, почти лозунг, абсолютно бескорыстно своими руками делали большое дело. Дата вроде бы не круглая, конечно, но тем не менее для небольшого субъекта, для небольшой республики это очень важно, это очень здорово. Такого объекта нет нигде. По крайней мере, в республике это нет точно, и буквально по единице таких объектов в России. После торжественного разрезания ленточки приглашенные прошли уже знакомую для нас экскурсию под СОД, чтобы еще раз увидеть всю мощь технического потенциала «Аквафон» в действии. В условиях непрекращающейся гонки высоких технологий поспевать за ходом времени удается далеко не всем, и лишь немногим под силу идти впереди него. Несмотря на все сложности, первый сотовый оператор Абхазии в очередной раз доказывает, что время течет в его ритме, в ритме «Аквафон». Рустам Зантария, Торник Амичба, Абаза ТВ.